Добрый вечер. У нас сегодня в гостях Куаныч Джумагулов, бывший сотрудник Комтера. Да, вы уже 4 года не работаете, до сих пор судитесь. Некоторые суды уже выиграли с Комтером. Некоторые продолжаются. В чем ваши конфликты с вашим бывшим работодателем? Здравствуйте, Нарина Айфович. Очень рад, что вы меня пригласили в вашу студию. Да, я, как вы правильно отметили, я отработал в Комторе 16 лет. Знаю все проблемы, как говорится, изнутри. И так как я защищал интересы работников, был... Не только свои. Да, не только свои, да, и работников. Ну, я думаю, это... Работники это подтвердят, кто сейчас нас смотрит, они прекрасно меня знают. И защищал интересы работников, их права, гарантии. И как был неугодный, ну, администрация, в общем, приняла все меры, в итоге уволили меня. И, правильно вы заметили, я уже 4 года не работаю там. Но, как говорится, продолжаю судиться. Судился, во-первых, когда были канадцы. И, честно говоря, вот очень был рад, что Комтор перешел к Кыргызстану. Ну, честно говоря, моя радость длилась недолго, потому что, да, знаете, как было беззаконие, так и продолжается, да, можно сказать. Да, потому что, ну, это не просто слова, это вот факты, доказательства. Я вот доказал, что Комтор 25 лет по времени трудоспособности удерживала налоги с пособий по времени труда. А согласно налогового кодекса 167 статьи, пособие по времени не облагается налогом. Вот я выиграл. И сегодня Комтор привел в соответствие с данным законом, и сегодня работники получают 100%, налоги уже не удерживаются. Да, что выплаты по бюллетню, да? Да, по бюллетню. А у них что, было внутри собственное какое-то положение, кроме законодательства? Что вы говорили, они изменили там чего-то? Да, вот знаете, оказывается, они когда-то с Минтруда получили письмо, что имеют право. Ну, там, честно говоря, был вопрос такой спрятанный, можно сказать. И тогда Минтруд дал такое, говорит, да, якобы удерживается. Обратился я туда, снова Минтруд. И они дали ответ, уже не удерживается. То есть уже вот во время судебных процессов как раз я истребовал, в общем, и дали, что не удерживается. Налоговое законодательство, все подтвердили, что не удерживается. Не должен удерживаться. Не должен удерживаться, да. И поэтому в итоге я выиграл этот процесс. Все прекрасно, все хорошо. Потом там же особые тяжелые условия труда. Оказывается, согласно постановлению 434 правительства Кыргызской республики, должны еще оплачиваться больничные 100% за все рабочие дни, которые работник болеет. Но компания платила всего за 10 дней среднюю заработную плату, а за 4 дня платила голый тариф. Это разные два дела? Да, это два разные дела. Первое тоже бюллетени были? Да, первый бюллетень был по налогам, что они незаконно удерживали, а второй, что они платили не в полном объеме среднюю заработную плату работникам. То есть они 10, вот человек, если 14 дней, у нас вахта 14 дней же рабочих дней, вот они 14 если дней, 10 дней платили средний, а 4 дня голый тариф платили. А почему это тоже у них какое-то положение внутреннее было? Вот, честно говоря, как бы такого положения у них не было. То есть они просто здесь... так делали и все? Ну вот, как бы внутренний какой-то, может, мемо у них такое есть, они выпустили. Но это же противоречит нормам трудового законодательства. Вот постановление правительства. И поэтому я изучил трудовое законодательство, поднял это постановление и предъявил иск. В итоге я его выиграл. Сегодня снова компания 100% платит больничные. То есть вы помогли всем остальным? Да. Своими судами? Да, я вот своими судами как бы помогаю всем. Видимо, это моя миссия, наверное, в этой жизни. Я всю жизнь защищал интересы простых граждан, людей и так далее. Вот, ну, не для хвастовства, у меня 8 детей, я 2 детей с женой взяли с детдома, воспитали как своих. Ну, все прекрасно.
стаж у меня 44 года трудового стажа. Сейчас я на пенсии, у меня очень много времени свободно. И с одной стороны, честно говоря, моя жена очень была рада, что меня компания уволила. Потому что я же 16 лет вахтами, 16 дней там, 2 дня здесь. Иногда я оставался на овертайме и буквально 5 дней приезжал домой. И, естественно, когда в семье нет мужа, все скучают, и я на работе скучал и так. Она говорит: ой, слава Аллаху, говорит, что тебя уволили. Я говорю: как мы будем жить, кормить? Она говорит: нет, проживем, главное. Я рада, говорит, что тебя уволили. Честно говоря, компания, наверное, хотела, как я был неугоден, хотела мне навредить. Честно, не за это, они, наоборот, это сделали мне хорошо и моей семье. Вот эти суды меня закалили, я стал более грамотный в юриспруденции, и сегодня более 7 лет я с ними сужусь уже, и вот передали они свои навыки, их юристы очень грамотные, у них же там отбор идет хороший, и вот научили, как надо там обходить законы, наверное, и это у них есть, врать где-то, всему научили, и я очень благодарен им за это. И сегодня... 2 суда вы выиграли, да. А еще длится какой-то, да? Да, например, это сейчас буквально в свое время сейчас начался уже прецедент, можно сказать, потому что сейчас уже работники узнали, что я выиграл, и они сейчас обращаются ко мне. Ага. С просьбой помочь. Я им не отказываю, даю им консультации, в общем, и так далее. И на сегодняшний день у нас, наверное, лично у меня есть 5 судебных исков на сегодняшний день. Да. Угу. Плюс мы сейчас еще 5 человек пришло помочь их. И у них то же самое, где-то по 5 исков, по 3 иска. То есть, у каждого? Да, у каждого. Честно говоря, Кумтор очень погряз в коррупции. Хотя бы, с одной стороны, как это является флагманом Кыргызстана, да, а погряз в коррупции очень коррумпированный. Не зря же говорят, это Кумтор далай баштарды чоңдордун башын жеген. Еще это, наверное, не закончится, честно говоря, потому что беззаконие продолжается. И что этот 3-й суд, который сейчас идет, ваш собственный? Да, например... Кроме этого, есть другие еще. Да. Угу. На сегодняшний день я оспариваю трудовые отпуска. Работодатель платит всего за 14 дней. Понимаете? Хотя, с 14 дней они свои дома... А отпуск сколько? 28 же. Это закон четко прописал. За половину платят, а остальную половину? 14 не платят. А как объясняют это? Говорят, мы вам уже заплатили 154 часа. Они исчисляют в часах. Это хорошо. Часы, это сколько? По 11 часов, да, считается? Да, если с их логики, с их доводов, получается, мы по 11 часов работали, и они говорят, 14 дней как раз 154 часа. А трудовой закон не предусматривает отпуска рассчитывать в часах. Четко определено, в календарных днях находится средний дневной заработок и умножается на календарных дней. И тогда получается. И получается, что они еще 14 дней нам не доплачивают. Например, грубо говоря, средний дневной у нас там получился, например, 5000, да? Это получается, если на 28 умножить, это получается 140 тысяч. Чего? Сомов или? Да, сомов. 140 тысяч, это отпуск, например, получается. А они платят, например, только 70. Откуда эти 154 часа берутся? С их логики, они говорят, вы 14 дней работаете по 11 часов, и поэтому 154 часа. Почему 14 дней? Откуда 14 дней появляются? И поэтому и сейчас я этим, и сегодня мы судимся, я сужусь. Вы откуда, говорю, взяли такую норму, говорю? Потому что такой нормы в трудовом законодательстве нет. Закон четко определил 28 календарных дней или, например, дополнительный отпуск 36 календарных дней. Они платят 185 часов. Логики, в общем, не совпадает. Противоречит нормам трудового законодательства. И сегодня например, судимся. Я до сих пор сужусь. И плюс дело в том, что, смотрите, они не доплатили 14 дней, а трудовое законодательство, например, сейчас работники, они работали, и есть 2 человека по состоянию здоровья, их уволили. Мы обратились в компанию в добровольном порядке выплатить недополученные деньги. Так как статья в трудовом законодательстве, статья, которая
говорит, работник при увольнении не теряет права на выплату денежной за компенсацию за все года невыхода в отпуск. Видите как? А они отработали, честно говоря, по 10 лет, по 15 лет. Вот. То есть отношения, или как там сказать, все, что связано с заработной платой, не имеет срока давности. Да, можно сказать, да? Все правильно. Вот статья 414 Трудового кодекса четко прописано, заработная плата не имеет срока давности. И поэтому даже вот бывшие работники, которые ушли, есть, кстати, это граждан процесса, если они 221, по-моему, с момента, когда человек узнал о своих нарушенных правах, они даже могут и сейчас обратиться и сказать, а оказывается, вы вот не доплачивали, если это срока давности нету по заработной плате, то имеют право, как говорится, обратиться в суд. Это ваши суды. Да. Можно ли так сказать, что Комтер, так как там зарплаты все-таки высокие, Да. они считают так, чисто по-человечески, по логике, обычной человеческой логике, да, что все равно мы вам платим большие зарплаты, Да. поэтому вот и в таких вещах, там, отпуск, там, выплата по бюллетеням, что мы можем меньше заплатить, вы все равно должны быть рады, типа этого. Да, вот знаете, честно говоря, вы правы, работники и рады, Вот. что хорошая зарплата, и поэтому они молчат. Молчат. Они так и говорят. Вот сейчас есть работники, они боятся что-то сказать, потому что боятся потерять работу. Естественно. И поэтому молчат. А работодатель пользуется юридической неграмотностью работников и вот как бы нехорошо поступает. Вот я очень говорю, вот, например, при увольнении они дают вот такое соглашение. Вот, соглашение о расторжении трудового договора. Я всем ребятам говорю, не подписывайте их. Потому что они здесь прописывают, что если он подписывает это соглашение, в дальнейшем он не имеет права никаких претензий к компании, связанных с заработной платой и так далее, и так далее. Видите, они вводят в заблуждение и вот подсовывают это. Вот здесь несколько, вот сейчас работники, я их отговаривал, честно говоря, сказал, не подписывайте. Вот, например, здесь человека увольняют по здоровью, да, и подсовывают соглашение расторжения трудового по вот тут написано, соглашение расторжения трудового по состоянию здоровья. По состоянию здоровья другое, пункт, 83 пункт К, например. Причем тут соглашение сторон? То есть они, видите, как подсовывают это для того, чтобы работник потом дальше претензий не делал. Но обычно такие соглашения при расторжении договора делают вот эти спецслужбы какие-то, связанные с безопасностью, чтобы потом к ним не было претензий. Но они пользуются тем, что люди действительно неграмотные юридически, и заставляют подписывать, Ну, чтобы да. получить какие-то выплаты, да, вот там. Честно говоря, чтобы дальше, чтобы этот работник Никогда больше не обращался. Вот как я говорю, а мы же выяснили, что у меня вот это есть судебная бухгалтерская экспертиза, есть и еще независимые эксперты есть. Там именно по заработной плате несколько пунктов нарушения. Представляете? Вот как я говорю, вот во время канадцев я тогда, когда работал, я же доказал. Они 25 лет 3000 человекам, работникам, вот незаконно удерживали налоги, например. 100% больничные не платили. Вот, благодаря, как вы отметили, меня сегодня привели в соответствие. Ну, сегодня я же говорю, вот Садыр Нургоджи же говорит, законы должны работать. Но сегодня это нарушение продолжается. До сих пор. До сих пор продолжается. Понимаете? Вот это обидно. А вот те, кто к вам обращаются, они к вам обращаются уже после увольнения или действующие работники? Честно говоря, это в основном уже вот их предупреждают о увольнении. После этого обращаются. Да, пока он работает, он боится, короче. А я им говорю, да вы не бойтесь. Вот, знаете, вы позволяете, говорю, себя это... Обманывать. Естественно, говорю, здесь законы уже, говорю, не работают. Вы же сами позволяете. А если бы... Ну, они рады бы вроде... Ну, они же юридически неграмотные, простые рабы. Они не знают, что им... Они даже своих прав не знают некоторые. Никто даже трудовой кодекс не открывал. Понимаете? А, естественно, юристы, когда его приглашают, говорят, вот, давай мы тебе вот эту компенсацию выплатим, ну, какую-то часть.
И вводит в заблуждение. И тот, естественно, простой работник не знает, что это ему уже положено. Это выходное пособие, честно говоря. Вот, например, работника, если увольняют, ему положено выходное пособие. Там, если по сокращению, 2 средние заработные платы, плюс отработанные часы, плюс неиспользованные отпуски. И вот это выходит... Расчет полный. Да, расчет. Они уже посчитают. Естественно, простому работнику говорят, вот смотри, если ты соглашение подпишешь, там, если Получишь. отпускные по 150, да, там дополнительно уже 300 тысяч. Если у него зарплата там 100 тысяч, да, средняя, плюс это, как говорится, выходное пособие, 2 средние зарплаты, уже 5,5 миллиона. Естественно, работник, ништяк, да. А он же не знает, что это ему положено. И он подписывает, потом уходит, потом узнает, что его, оказывается, обманули. Таких у меня было 3 процесса, пришли, говорят, вот, знаете, такие соглашения, согласно нормам трудового закона, считаются недействительными. Но суды у нас не берут это во внимание. Я прошел с 3 человеками, в итоге, естественно, суд нам отказал. Они свои доводы сказали, он же подписал, говорит, это соглашение. Что вы теперь хотите? Я говорю, он был в таких, безвыходном положении. Нуждался в деньгах, говорю, болеет. Ему дали, он подписал. Есть же закон, четко говорит. Статья 8 Трудового кодекса. Если в соглашении включаются условия, которые снижают уровень прав гарантий работника, то они считаются недействительными. Они не могут применяться. Все. Даже если подписано. Даже подписано. Потому что условия соглашений подписаны, которые ущемляют права гарантий. Правильно? Работник же всегда имеет право. Если его обманули, извините, и поэтому и хорошо законодательно говорят, нет срока давности. Он и предупреждает, не надо воровать. У работника честно заработанные деньги. Сполна отдайте. Если вы не отдадите, есть 157 статья. На день фактического расчета 0,5% от той суммы, которую вы не доплатили. Что это? 157 статья Трудового кодекса. 0,5 это что вы говорите? 0,5% на день фактического расчета. Вот, например, сумма, которую 100 тысяч не доплатили, вот на нее каждый день капает пение. Каждый день 0,5%. Да, 0,5%. Чем дольше это будет длиться, тем дольше будет длиться. Вот понимаете, вот у меня, вот я могу, знаете, вот у меня есть здесь это вот судебная экспертиза, служба при Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Вот. Дело в том, что я вот с иском обратился очень давно. Уже прошло 3 года. Вот считали. И здесь вот заключение дает нам, что действительно работодатель нарушал норму трудового законодательства. И сумма тут... Сейчас я не буду ее оглашать. 3 года большая. Да, я вам потом покажу, не буду, а то это упадут люди. Там вот прям вам покажу экспертизу. Вы посмотрите, какая там сумма. Потому что уже за 3 года же пение а законодательство позволяет это. Поэтому вот суд сказал, направил на судебно-бухгалтерскую экспертизу, и он посчитал на день фактического расчета. То есть он закончил свою экспертизу, и на этот день, когда прибавил пение, там уже очень большая сумма. А вот вы сказали, недолго радовались, когда Кумтер перешел в Кыргызстан. Да, почему недолго? Вот знаете, честно говоря, я был рад. Думаю, хорошо. Вот, приехал Теңиз Бөлтүрүк, его назначили. Думаю, я ему 5 писем ему написал. Вот, смотрите, вот, управляющему Кумтер Теңиз Бөлтүрүк, вот я пишу здесь. Вот. Думал, пойду, расскажу вот этих проблем, вопросы решим и так далее. Нет, не принял меня, игнорировал. Просто не принял? Не принял. Вот одно написал письмо, второе, третье. Нет, пришел один раз в учебу, говорю, пусть примет. Нет, он занят и не может, и все. И не принял, проигнорировал, честно говоря. И, мне сразу я считаю, руководитель, который не интересуется внутренними своими проблемами, это плохой руководитель. И, как говорится, мои предположения сбылись. Вот даже, извините, Токтарбаев, Жеңишбек, депутат Жогорку Кеңеши, например, он же с высокой трибуны сказал же Теңиз Бөлтүрүккө, говорит, ты, говорит, здесь себя ханом не чувствуешь, народное добро не разбазаривай, говорит. И он же сказал, по тебе плачет тюрьма, он так сказал, тюрьма. И видите, его предсказания сбылись. Его же арестовали, посадили. Он за год, миллиард,
нанес это ущерб компании. Неправильно, как это счетная комиссия же посчитала, что неправильно применение, ну, нерациональная затрата денег, да. Вот, например. Ну, Это она же и так. новый офис, связан с новым офисом? Да, или- вот, ну, они же оттуда переехали, например, стали вот здесь, ну, по моим слухам, 70, что ли, тысяч долларов платили на новый офис. А там 30 или 20. Ну, я это так, по слухам говорю. Точно, я же, ну, мне такие документы не дадут. Поэтому я четко не могу сказать. Вот приехали в новый офис, правильно? Началось сокращение штатов специалистов, которые по 10, по 20 лет отработали. Хотя говорят, это ради экономии. Но там же доказали, он 100 лишних этих открыл штатов. Подождите. Он 100 штатных единиц открыл, Да. а сокращал кого? Других? А специалистов, можно сказать, сокращал. А принимал кого? Ну, я так понимаю, наверное, как у нас же родственные отношения. Да вы что? Ну, я так предполагаю, не буду указывать. Ну, вот так же. А что, зачем сокращать специалистов? Вот эти специалисты тоже ко мне обратились. Говорят, вот к вам, байки, помогите. Ну, вот такой идет. Я говорю, сокращение штатов он не имеет права делать, говорю. Потому что не является еще юридическим лицом, как бы официально такое. Не Он было. еще не был тогда? Да, тогда еще не было. А, сразу начал, да? Да, вот, и вот эта система вот тогда началась, честно говоря. И есть доказательства, так как эти сократили штаты, восстановили. Я участвовал в этом процессе, как это тоже. Всех? Не всех. Я вот в 2 процессах участвовал, потом всех я не возьму, кто обращался, вот я участвовал, восстановили, потому что суд признал, что действительно это не сокращение штатов, когда еще там 20 единиц или 100 единиц открывается. Это какое сокращение, правильно? Там уже, наверное, начали делить свой, не свой. Ну, там же положения какие-то есть внутренние. Он что, пришел и сам просто произвол или как? Ну, я это даже не знаю, как сказать. Ну, факт есть фактом, что сокращение было, и это было незаконным. И в то же время да, около 100 человек новых да, принял. И вот там же как бы вот сейчас уже как говорят, что лишний какой-то штат сокращили, это раз. Во-первых, вернули их снова в Учком. А, ну офис. Офис обратно вернули в Учком. Сейчас Кумтору снова находится на старом месте. Ну, во-первых, я считаю, это правильно с логики экономики. Правильно? Чем 100 тысяч долларов, например, платить или 70 тысяч долларов, лучше там 20 или 30 тысяч. Это же экономия. Правильно? И, естественно, Тенгиз Бельтурка сейчас посадили, идет следствие и так далее. Сейчас там Бартавасов Алмаз стал. Я его тоже, это вместе работали 16 лет, я его хорошо знаю. Также в совете Идрисов Болот. Я тоже с ним вместе работал, он тоже меня прекрасно, хорошо знает. Но самое обидное, что вот нарушение норм законов-то продолжается. Ничего не изменилось. Вот то, что связано с вашими вот этими выплатами, да? Да. Это все продолжается? Да, да. Да вы что? Да. Вот, например, я вот недавно судился по надбавкам за особые вредные условия вахтовым методом. Так. Судился. Вот, например, компания говорит, мы включили все в тарифную ставку. Я говорю, ну такой же нормы нету, говорю, в тарифную ставку. А тариф кто устанавливает? Компания сама Да. или есть законодательство? Где, ну там с профсоюзом согласовывать и законодательство, там, например, тарифная ставка у нас, например, ну разная у кого-то, 100 тысяч, ой, 100, там, 150, и к этой же, все законы говорят в трудовом законе, к тарифной ставке все надбавки. Выслуга лет, стаж работы, там, и, естественно, за вот вахтовый метод там 15%, за особые тяжелые условия труда, вредные условия труда, еще 15%. И я говорю, ну, говорю, где тут это, вы оплатили мне, говорю, это 30%. То есть 15 того и 15 этого. Мы, говорит, включили в тариф. Я говорю, ну, выделите оттуда. Не могут, потому что их нету там. Правильно? Получается, по тарифной ставке вам должны какую-то сумму платить. Да. Они вам платят какую-то сумму, куда включены, и говорят, сюда включены все надбавки. Да. Тогда это не тарифная ставка уже. Тарифная ставка – это без надбавок, правильно? Да, должно быть. Да. И они вот так манипулируют. Манипулируют, вот правильно вы сказали. А я говорю, такой нормы в трудовом законодательстве нету, говорю, понимаете? Есть к тарифной ставке. Все. Ну, вот, я честно возмущен. Вот я эти же процессы прохожу.
берут, применяют сроки давности. Хотя, я еще раз говорю, зарплаты срока давности нету. Это же четко прописано. Все денежные выплаты, связанные с трудовым отношением, это является заработная плата. Надбавки, доплаты – это часть заработной платы. Они говорят, нету списка оплаты труда в постановлении 408, говорит, заработная плата. А я говорю, закон и не говорит, нету срока давности на оплату труда. Она говорит, что нету срока давности на заработную плату. То есть вот это весь список, это и есть часть заработной платы. Правильно же? Все, что человек получает Да. за какой-то труд, Да, да, это и заработная плата. Это а уже внутри там да. тарифы плюс надбавки. Все правильно. Это же четко определяет, что вот даже вот конвенция есть. Ратифицирована Кыргызской Республикой. Конвенция, например, номер 95. Статья 1. Обратите внимание. В целях настоящей конвенции термин «заработная плата» означает независимо от названия и метода исчисления всякое вознаграждение или заработок, могущий быть исчислен в деньгах и установлен соглашением или национальным законодательством, который предприниматель должен уплатить в силу письма и устного договора о найме услуг, трудящихся за труд, который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за услугу, которая либо оказана, либо должна быть оказана. Ведь это международная... Да, это вот ратифицировано Кыргызская Республика, еще это 25 сентября 1952 года. Не, ну... А профсоюзы есть? Профсоюзы у нас есть, да. Вот как раз я коллективный договор вот принес, вот профсоюзы. Вот тоже, я же тоже в профсоюзе был тогда. Так. И вот ходил, говорю, давайте я поеду по коллективному договору на соглашение. Но работодатели, зная, что я немножко юридически подкованный, они меня вот туда не допускали, не пускали. И вот коллективный договор. Но коллективный договор это социальные отношения работника и работодателя. Он может только улучшать, а ухудшать он не может. И согласно закону о 164 закон о коллективных договорах, как его правильно применять, он обязан не выходить из рамков трудового законодательства. Если в трудовом законодательстве четко прописана норма, они должны быть включены. Даже не надо включать в коллективный договор. Это уже законодательство есть. Но вот они что делают? Кодекс. Вот они берут, даже две нормы нарушают. Прописывают здесь. Работникам учхуна, балыкчи 28 календарных дней. А кто работает отпуск. Да, отпуск 28 календарь. А кто работает в высокогорных особых условиях, 14 календарных дней они только. Почему? Ну, так прописали в коллективном договоре. Я говорю, ну как? Я говорю, это особые условия труда. Наоборот, наверное, должно быть. Да, наоборот хотя бы. Не, ну даже наоборот не может быть. Всем четко 28 календарных дней. Дополнительно 36 календарных дней. Они исчисляют 185 часов. Я говорю, где вы взяли нормы? Мне непонятна эта система. Говорю, вы что? Мы, говорит, так договорились, говорит, с профсоюзом. Я говорю, а вы кто? Говорю, профсоюз, например, и вы. Вы уполномочены, говорю, менять что ли это? Трудовое законодательство. У вас же нет таких полномочий. Вы обязаны, говорю, соблюдать и профсоюз, и работодатель обязан соблюдать законы, нормы трудового законодательства. Понимаете? Вы не имеете права, статья 8 четко говорит, не имеет работодатель права ухудшать условия гарантии прав работы. Если такие условия включены, то они считаются недействительными и не могут применяться. И все. Профсоюзы должны бороться за права наемных работников. Все правильно. И указывать руководителям предприятия, что там нарушено, здесь нарушено, Все давайте правильно. Вот. изменим. Я об этом, и вот да. Угу. Вы правильно. Они делают, Да, вот я... они идут на поводу у руководства. Да, вот смотрите. У нас в свое время, вот при Канадце, было аж 5 профсоюзов. 5? Да, 5 профсоюзов создал. Ну, где-то профсоюза 3, наверное, это со стороны администрации. Вот. И 5 профсоюзов было. То есть они разбили сильный профсоюз в свое время. И вот. И правильно вы говорите. Я тоже ребятам говорю. Мы профсоюз для чего? Защищает права, гарантии работников, а не ухудшать. Вы что, ребята, делаете? Мы, говорит, не хотим портить отношения с работодателем. Тогда это не профсоюз. Я говорю, даже, уважаемые, говорю, зачем портить отношения? Говорю? У вас есть полномочия. Вы имеете право контролировать законность норму Трудового кодекса. Говорю. Приходите и говорите, вот закон,
Статья, например, 127 четко определяет 28 календарных дней. Все, давайте, пусть отдыхает 28 дней. Например, они платят компенсацию дополнительных отпусков это, в денежной форме. Но закон говорит, кто работает в особых тяжелых условиях, компенсация не должна быть. Нельзя компенсировать. Так как они работают в особых тяжелых условиях труда, они должны эти 36 дней отдыхать и как бы чтобы выветрить вот эти все, ну, там же и взрывы, химия, тяжелые металлы, чтобы человек вот пришел и работал. Но этого нет. Сегодня вот даже вот у меня сейчас идут споры по нанесению вреда здоровью. Постановление правительства, да, вот 225-м, вот у меня есть, да, вот 225-м постановление. Егошние заболевания входит в список. И постановление говорит, при определении в профпатологии, вот в профпатологии, список обязательно применения. У него 3 диагноза это в списке профзаболеваний. Профпатология говорит, нет, это не профзаболевание, общее ему делать. И он сейчас... Кто говорит это? Комиссия. Была создана комиссия, Где? консилиум. Где? Вот в профпатологии собрался консилиум. И... Нет, внутри Кумтера или нет. за пределами? Да, в национальном госпитале. Мы его в госпитале? Да, национальном госпитале мы его положили в профпатологию, чтобы это определить, связано с профзаболеванием. По списку у него 3 заболевания это в списке есть. То есть сейчас Министерство здравоохранения, вот я обратился с жалобой, говорю, вы посмотрите, консилиум, говорю, какой вносит решение. Почему они так делают? Не, вот это мне тоже вопрос, я им задал. Почему, говорю, это консилиум сам себе противоречит? И там в консилиум был разбор, она говорит, мы же, говорит, это, здесь докторы наук собрались и так далее, такие. Я говорю, а что, постановление правительства, здесь 25-е, это, неграмотные, что ли, врачи, что ли, это постановление создали? Наверное, тоже ученые изучали и так далее же, говорю. Вы же обязаны исполнять? Да, а почему, говорю, вы сами себе противоречите? Мне непонятно вот это. И что отвечают? Нет, вот они отдали ответ, все, говорит, это не связано. Говорит. Мы так решили. Ну, получается, вот сегодня, сейчас мы будем... получается, смотрите, у нас время уже закончилось, может быть. Получается так, смотрите, руководство Кумтера нарушает законодательство, уменьшает выплаты, профсоюзы идут на поводу. Кроме того, еще врачи национального госпиталя, которые никак не связаны, не подчиняются Кумтеру, они тоже идут на поводу. Все покрывают. Да, правильно. А суды? Может быть, мы про суды отдельно еще сделаем передачу, или вы сейчас коротко скажете? Ну, коротко я хочу сказать, ну, сегодня судебная власть, вы сами прекрасно знаете. Знаете, вот честно, мне обидно. Смотрите, да, беззаконие же творится. Вот закон, я даже вот говорю им, вот смотрите, говорю, вот вы выносите решение, говорю. С какой нормой, говорю, вы это, законов это, выносите? Они говорят, мы это не обсуждается. Никто не может, да, вот как. В смысле не обсуждается? Ну, решение суда не обсуждается. Они решили в пользу Кумтера. Да. А потом говорят, не надо обсуждать. Да, не обсуждать. Я вот это тоже вот письма, дисциплинарную комиссию написал, вот несколько жалоб написал. Президенту вот написал, вот буквально вот здесь у меня все. Президенту Садыр Джапару обратился. Говорю, вот обратите меня. Он дал распоряжение Зулушеву письмо. Тот спустил, и опять это бездействие везде. Вот государственные надзорные органы, да, вот, которые должны контролировать, как говорится, законность в нашей стране, да, способствовать укреплению законности, да, правопорядку и предупреждению правонарушений, бездействуют. Понимаете? Бездействие. То есть вот сегодня суд как хотел, так решил, а на него права нету. Никто не может, говорит, право это вмешиваться. А я говорю, да я же не вмешиваюсь в процесс. Я говорю, о нарушении норм законов говорю. Такой нормы нету. Я говорю, вот зарплата не имеет срока давности. Они срок давности применяют. Я говорю, надбавки все к тарифной ставке, а те включили в... Ну, говорят, да. Это судьи, ну, вот решение судьи тоже идут на поводу. Естественно. Вот, ну, сегодня, согласитесь, все недовольны судебной властью. Правильно? Нету справедливости. Вот хоть где возьмите, вот везде нету. Ташиев обратился, честно. Так. Тоже Ташиев, вот у меня письма, я же говорю, вот эта павка вся в письмах. Обратился к нему, отвечает его, наверное, помощник и так далее. Все написал. Отвечает, вы не предупреждены о уголовной ответственности за ложные показания. Я говорю, вы что, говорю, я вам вот решение судов принес. Говорю. Какие ложные, говорю.
Я же это доказал. У меня решение Верховного суда в руках, говорю. Вы что, говорю? Я же прошу, говорю, проконтролировать, разобраться с этим. Не, подождите. Не предупреждены об уголовной ответственности, да? Да, заложенные показания. Они же это за 5 секунд могут вас предупредить, и чтобы вот писали и дальше рассматривать. Они не рассматривают, Да, потому что какая-то бюрократическая вещь не сделана, Естественно. Вот которую можно решить за 5 секунд. Вот именно. А я говорю ему, ну, эй, родной мой, смотри, вот решение судов, говорю. Я же это обосновано фактами, доказываю. Вот Верховный суд решил, я выиграл, говорю. А какой, говорю, ты говоришь это? Клевете, говорю. Здесь никакой клеветы нет. Я сейчас вот, если я говорю, у меня все, вот доказательства, вот и Не, вопрос. папки, смотрите. Они не рассматривают, потому что вы не предупреждены. Вы говорите, Да. ну так предупредите меня и давайте дальше. А они этого не делают, Да, да? конечно, они просто дали мне ответ, и все. Все вот занимаются отписками, честно. Бюрократия. Да, бюрократия. Вот у меня есть уголовное дело, они уволили меня, я считаю, незаконно. И суды это закрыли. Уже 5 лет идет уголовное дело, до сих пор это идет. Вот меня вот так крутят, вертят. У нас, к сожалению, время вышло. Я думаю, мы с вами еще, может быть, сделаем интервью, Ну, пожалуйста. особенно про судебный процесс. И идут же судебный процесс, какие результаты будут. Да. Но самое главное такое, что Комтер – это как эталон успешной компании, которая по международным стандартам работает. Если там такие нарушения, что мы можем требовать от местных компаний, которые, вот как вы уже сказали, нарушение на нарушение. Нарушение на нарушение, все правильно. Ну что, сегодня Комтер погряз коррупции, наверное, это общеизвестный факт, правильно? Вот, как говорится, смотрите, сколько проблем действительно там идет. Ну, очень коррупционно. И даже смена владельца не исправляет ситуацию. Вот я же говорю, я вот обращаюсь, да, вот, честно говоря, с вашей, вот с Андреем Нургоджоевичем, вот по Комтору вы сами эти вопросы поднимаете. Беззаконие до сих пор творится. Вот смотрите, вот отпуск. Это называется, это как его, заявка на отпуск. Смотрите, вот, 14 дней. Вот. Вместо 28. Вместо 14 дней. Вот. И вот. никто, ни профсоюзы, ни Вот. правительство, ни суды не могут это исправить, да? Да, вот смотрите, ну сейчас идут процессы. Что интересно, вот график отпусков, вот заметьте. Вот список 200 человек, смотрите, вот Угу. 14 дней, видите, У всех. у всех. Я говорю, вот доказательства, вот у меня, говорю, это экспертиза уже. Вот есть что, есть нарушение. И не решается вопрос. Ничего, я же говорю, председатель Верховного суда написал, его ж не зам принял. Говорю, посмотрите, говорю. Тоже говорю. И что отвечает? Тоже говорит, я, говорит, не имею вмешиваться. Я говорю, я же не говорю в процесс вмешаться. Я же говорю, беззаконие же творится. Ну вот вы же юрист, говорю, в Верховном суде сидели, вот, правда, хорошо принял все. Я говорю, ну, он даже говорит, ну, ответить не может. Потому что видит, что закон на моей стороне. Я говорю, ну, вы же, ну, где норма такая, говорю? Удовлетворить за 3 месяца, например. Закон четко говорит, 424. Денежные требования, считаешь обоснованными, кто рассматривает, удовлетворяется в полном объеме, говорит. Правильно? Это что такое 3 месяца? Вот я выиграл, например, там, например, получилось, они у меня 1 миллион, например, за 16 лет украли. Мне суд удовлетворяет 100 тысяч только. Подождите. Вы говорите, что вам не доплатили, Да, выигрываете суд, да. но вам не в полном объеме Да. выплачивают, а выплачивают 100 тысяч всего. С 1 миллиона мне выплатили 100 тысяч. 10-ю часть. Да, 10-ю часть. Почему? Да. Почему? Вот я говорю, а почему вы так сделали? Так. Закон же говорит в полном объеме. Говорит. Так, и Где что? какой? Она говорит, мы так решили, и все. Говорит. Судья. Да. Он говорит, я тебе не должен объяснять, говорит, и так далее. Это решение суда, и все. Говорит. Который не... А я говорю, ну это же незаконно. Он не несет ответственности за принятое решение судья. Да. Он говорит, не обсуждается. Получается, любое решение можно принять, Да. и никто не несет ответственность. Удивительно. Да. Я написал дисциплинарную комиссию судей. Так. Вот, говорю, вот смотрите, говорю, закон нарушен. Они мне тоже отвечают. Это решение суда Верховного суда не обсуждать. Я говорю, да я говорю, обращаю ваше внимание на нарушение законности, говорю. То есть, вот, знаете, вот порука такая, как вы говорите. Все. Ворону глаз не клюет. Как бы. Спасибо. Просто у нас время уже. И
Я думаю, мы еще с вами будем делать Ну, интервью. буду рад еще прийти. Какие-то вопросы еще раз Ну, более вот судебные подробно. тяжбы продолжаются, как говорится. Шли и идут. Я только что из процесса пришел. У меня вот буквально это в ближайшее время процесс будет 18, 20, 1, 2 мая и так далее. В общем, Октябрьский районный суд прекрасно Вы меня знает. стали экспертом по Да, я, судебным- честно говоря, они меня научили, сделали это, ну, обучили вот юриспруденции, честно говоря, сами не хотя этого. Но я им благодарен, потому что вот я изучаю вот все гражданский процессуальный кодекс, трудовой закон, вытаскиваю постановления правительства и так далее. И, честно говоря, естественно, во-первых, у меня есть желание, и это мне уже нравится. Я по жизни всегда защищал интересы простых граждан. И это, ну, как я говорю, это, наверное, мое призвание, моя миссия, наверное. Я ее, как говорится, буду исполнять, пока жив, здоров, буду идти до конца. И постараюсь, чтобы в нашей стране работали наши законы. Спасибо вам большое. У нас был в гостях Кубаныч Джумагулов, экс-сотрудник Кумтера, который сейчас с Кумтером судится. Да. И помогает другим тоже судиться. Да, да, да. Спасибо вам большое. Да, вот это хочу ребятам обратиться. Главное, не подписывайте вот эти соглашения, потому что вас вводят в При увольнении. заблуждение, да, при увольнении. Вот. Все, которые говорят, вам не дадим, выплатим вот эти компенсации, это неправда, потому что это закон предусматривает, вам положены эти все выплаты, и вы можете обратиться к нам, мы всегда защитим ваши интересы и заставим соблюдать наши законы, и все положенные вам выплаты будут выплачены. Плюс, когда вы подпишете соглашение, в дальнейшем вы не будете иметь права делать претензии на много нарушенных, как говорится, ваших прав и гарантий. А здесь очень много, я же говорю, у меня 2 экспертизы независимые судебные, которые подтверждают о этих наших. А заработная плата срока давности нету, поэтому я буду рад помочь всем. Помогать. Да. Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. Спасибо.